Уже более 14 лет подряд Европейский центр «Проевропа» в Камрате организует конкурс «Мосты дружбы и культуры» для лицеистов и школьников автономии. Проект направлен на развитие межкультурного диалога, взаимного уважения и толерантности. Очередная церемония подведения итогов и вручения дипломов собрала в зале учащихся, педагогов и гостей. Ребята вместе со своими учителями с волнением ожидали объявления победителей. Каждый надеялся, что именно его работа будет признана лучшей. Я представила дружбу народов, то, что все должны помогать, дружить. И что ты ожидаешь? Ты получишь какой-то приз сегодня? Как ты думаешь? Да, думаю, да. Надеешься? Да. Мой рисунок включает в себя животных, но не просто животных, а именно, допустим, у Испании главное животное это будет бык. И я изобразил огромное количество разных животных, представляющих собой одну страну. И все они живут в мире и согласии. В мероприятии приняли участие около 80 человек – школьники, педагоги, представители местных органов власти и гражданского общества. Участники представили творческие работы, отражающие идеи дружбы, сотрудничества и культурного многообразия. В их понятии нет таких негативных эмоций, война, разбой, что-то. Они постоянно изображают мир очень добрым, нежным, восхитительным, прекрасным, таким, как они себе представляют свое будущее. И они надеются, что такое будущее у всех детей будет в этом мире. И вот через эти работы они представляют свое творчество и показывают, какой мир они хотят видеть вообще мир в целом. Сегодня мы представили замечательную работу Димы Костова, и хотелось бы отметить, что наш ученик, он не заканчивал художественную школу, вообще не занимался с профессиональным педагогом, но его работы поражают глубиной. Это не первая его работа, мы стараемся, во всяком случае, второй год участвовать во всевозможных конкурсах, которые мы замечаем на страницах сайтов. И он становился неоднократно победителем конкурсов, других конкурсов. Да, болеем за него. Вы знаете, это как самородок, и который надо продвигать обязательно. Его скромность, его талант, вот такое умение не выпячивать себя, а трудиться тихо, мирно, спокойно, вникнуть в дело и трудиться. Такие конкурсы имеют особое значение для детей. Ведь в регионе проживают представители разных национальностей и культур. Через творчество школьники учатся лучше понимать друг друга, уважать традиции и ценности своих сверстников, отмечает координатор проекта. Учитывая преемственность конкурса и уже 14 раз его проведения, мы видим, что ребятам этот конкурс очень важен. Очень важен для них показать свои таланты, свое видение на эти темы. Каждый год мы выбираем разные темы. В этом году у нас тема межкультурный обмен, потому что разнообразие нашего региона очень впечатляет, и мы хотели этим поделиться с Европейским Союзом, так как разнообразие – это большая ценность Европейского Союза. В мероприятии приняла участие и посол Европейского Союза в Республике Молдова. Госпожа посол отметила, что тема дружбы объединяет детей, независимо от языка и традиций, и способствует формированию ценностей мирного сосуществования. По ее словам, именно через такие проекты подрастающее поколение учится строить общее будущее. Также было подчеркнуто, что по 12 работ финалистов в каждой категории рисунки и эссе, отобранные жюри, будут опубликованы в виде календаря на 2026 год на румынском, гагаузском, русском и английском языках. Это мероприятие очень эмоциональное такое, да, сердечное мероприятие, которое Евросоюз организует уже много лет. Это конкурс рисунка и эссе для детей. Конкурс касается, то есть он создан для того, чтобы создать мосты дружбы и культуры между разными народами, традициями. И мы можем очень много узнать и учить у глубины вот этих эссе. И эти эссе собираются в календарь, и они издаются на 3 языках: на гагаузском, на русском и на румынском. Organization Pro-Europa, which is helping us to organize this competition, but also which promotes and explains the truth
about the European Union in this part of the country. И госпожа посол хочет поблагодарить организацию «Про Европа», Центр «Про Европа», который помогает организовывать этот конкурс, но также помогает продвигать и объяснять правду касательно Евросоюза здесь, в этом регионе страны. Церемония награждения победителей конкурса детского рисунка и сочинения «Мосты дружбы и культуры», организованного Европейским центром «Про Европа» при поддержке Европейского Союза, завершилась выступлениями национальных танцевальных коллективов Камрата. Народные танцы стали символом теплого приема и благодарности Европейскому Союзу за финансовую поддержку и возможность участия детей в этом творческом проекте. Елизавета Ротарь, Илья Янак, АТВ Комрат.